Сегодня мы расскажем об одной из актрис советского кино с нюрнбергскими корнями. Итак, с середины 50-х и до 70-х годов 20 века на киноэкранах блистала Кюнна Игнатова, одна из самых красивейших актрис советского кино. Ее можно назвать первой киноактрисой и представительницей народа саха. Да, на самом деле Кюнни наполовину саха. Ее отец – внук прославленного Багута, о котором в последнее время мы не раз говорили. Старшее поколение, конечно, помнит фильмы, в которых сыграла Игнатова. Это «Повесть о молодоженах», «Весного утра», «Долгий путь», «Борец и клоун», «Планета бурь», «Взрыв после полуночи» и в эпизоде самого популярного фильма 70-х «Корона Российской империи» или «Снова неуловимые». Актриса театра на Таганке и МХАТа, звезда советского кино, Кюнна Игнатова – родная дочь Николая Михайловича Алексеева и Татьяны Николаевны Игнатовой. Студент Московского государственного университета Николай Алексеев и балерина Татьяна Игнатова поженились в Москве. Но с 4-го курса Николая Михайловича, как сына лишенца, отозвали с университета. Дочь Кюнна у молодой семьи родилась в Якутске. Но вскоре Татьяна с дочерью вернулась в Москву, а Николай остался в Якутии. Впоследствии он стал ученым, известным краеведом, этнографом. В Москве же Кюнну удочерил ее дед, один из первых офицеров-подводников России, участник Первой мировой войны, командир первой подводной лодки Российской империи «Дельфин» Николай Андреевич Игнатов. Став известной актрисой, Кюнна Игнатова дважды побывала с гастролями в Якутии. В 1971 году приезжала и в Нюрбу. Тогда в районном доме культуры народу было битком. Все пришли посмотреть на звезду, да еще и с нюрнбергскими корнями. Между показом отрывков из фильмов Кюнна выступала сама. Была в блестящем красивом синем платье до пят, на плечи накинута белая меховая пелерина. Красивее актрисы, нюрнбергцы, да еще живьем, близко, на сцене своего поселкового ДК еще не видели. Она как будто вся сама сверкала, была прекрасна, как королева, так, по крайней мере, запомнилось многим. В тот приезд она посетила свою нюрнбергскую родню, побывала даже у тети в Мархе. Как пишет правнучка Багута Алла Васильева Алексеева, связь семьи Алексеевых с Кюнной была одно время потеряна, но совсем недавно дочь Аллы Анастасия Сабирова в недрах интернета нашла внуков Кюнны, детей ее сына Петра Соколова. Сказать, что Петр очень рад знакомству с роднёй, ничего не сказать, пишет Алла Николаевна. Каждый раз при разговоре он очень волновался, неоднократно подчеркивая: «Вы меня нашли». В 2019 году все встретились в Москве. Семья Петра очень гордится своими корнями и прадедом Багутом. Кюнна Игнатова также двоюродная сестра известного народного мастера, заслуженного работника культуры Российской Федерации Эрнста Алексеева. Они являются внуками старшего сына Багута Михаила Алексеева. Впервые в наши дни в российском масштабе, как пишет Алла Васильева, имя Кюнны Игнатовой было поднято редактором журнала «Караван историй» Ниной Нечаевой, которая навсегда запомнила ее образ при мимолетной встрече в театре и написала об этом в своем журнале в 2015 году. Вот что пишет она о Кюнне. «Я увидела фантастической красоты женщину, и ей было явно за 40. Когда, улыбнувшись, она прошла мимо, мой друг сказал мне: «Это Кюнна Игнатова». Что за странное имя? По-якутски оно означает «солнце». И в конце, узнав историю Кюнны, Нина Нечаева пишет: «Она обязана была быть счастливой, и все для этого было дано. Но солнцу не хватило сил растопить холодное равнодушие мира, и оно погасло». Но все-таки, думаю, Кюнна Игнатова прожила счастливую жизнь. Вот такая история о правнучке легендарного Багута, красивейшей и талантливой актрисе советского кино Кюнне Игнатовой. Наш музей благодарит представителей семьи Алексеевых за предоставленные материалы. О Кюнне Игнатовой можно еще прочесть книги «Жизнь, достойная памяти» о Степане Прокопьевиче Алексееве Багут и его потомках.